Кабири поддержал таджикских солдат и офицеров, участвующих при конфликтах на границе с Кыргызстаном. Таджикские активисты и журналисты в Варшаве заявили о растущем давлении на журналистов и блогеров в Таджикистане. Абдулло Гурбати приговорили к 7,6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Абдусатор Пирмухаммадзода подвергся жестоким пыткам. Мухиддин Кабири, лидер партии «Исламское возрождение Национального альянса», 4 октября этого года на пленарной сессии ежегодной конференции ОБСЕ в городе Варшава ответил активистам из Кыргызстана, которые обвинили Таджикистан в агрессии во время кровавого конфликта 14-17 сентября этого года на таджикско-кыргызской границе. Кабири заявил, нельзя обвинять только одну из сторон, потому что потери есть у обеих сторон. И нельзя обвинять таджикских солдат и офицеров, которые выполняют свой долг по защите Отечества от агрессии. Было бы более правильным, если бы международное сообщество провело международное расследование того, что произошло и происходит каждый месяц на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном, сказал он. В продолжении своей речи лидер таджикской оппозиции сообщил о том, что только что суд в Таджикистане вынес приговор журналисту Абдулло Гурбати и приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он назвал этот приговор демонстративным, потому что был вынесен в дни проведения ежегодной конференции ОБСЕ. Власти в Душанбе тем самым показали, что им все равно, что будут говорить о них здесь, в Варшаве, отметил Кабири. На совещании по человеческому измерению, ежегодно проводимым Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в Варшаве, участники заявили о растущем давлении на журналистов и блогеров в Таджикистане. Некоторые таджикские журналисты рассказали о проблемах и давлении, которые оказываются на них самих и на их семьи. Официальная делегация Таджикистана на этом совещании не участвует. За последние 5 месяцев в Таджикистане арестовано не менее 7 журналистов и блогеров, один из которых уже приговорен к тюремному заключению. Власти заявляют, что задержание журналистов никоим образом не связано с их профессиональной деятельностью и гражданской позицией. Однако их родные и журналистские организации считают, что в основе арестов их профессиональная деятельность. Инициаторы Варшавского заседания в продемонстрированном участникам заседания и правозащитникам видеоролике рассказали о судьбе задержанных журналистов Далерии Мамали, Ульфатхоне Маматшоевой, Завкибека Саидамини, Абдулло Гурбати, Абдусатора Пирмухаммадзода и Хушома Гуляма. Таджикские активисты и журналисты, которые нашли убежище в Европе, обратились к спецдокладчику ОБСЕ по вопросам свободы слова и СМИ с просьбой посетить Таджикистан и внимательно изучить ситуацию на месте. Совещание по человеческому измерению в столице Польши в Варшаве продлится до 7 октября. Ранее на пленарном заседании, посвященном вопросам свободы слова в Таджикистане, глава Комитета защиты журналистов заявил, что ситуация со свободой слова в этой стране очень сильно ухудшилась за последние 5 месяцев после майских событий в Бадахшане. Как отмечается в отчете международной организации «Репортеры без границ», за последние 21 год Таджикистан в рейтинге свободы прессы ни разу не поднимался в сторону открытых для прессы свободных стран, а в основном скатывался в сторону авторитарных и закрытых для СМИ государств. Ситуация в этом направлении особенно ухудшилась после 2015 года. Суд столичного района Шох-Мансур приговорил журналиста Абдулло Гурбати к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Его признали виновным по 3 инкриминируемым ему статьям, сообщает об этом независимый Центр по защите прав человека. Очередное судебное заседание по уголовному делу Гурбати прошло сегодня, 4 октября, в административном здании СИЗО номер 1 Гуин-Минюста за закрытыми дверями. По словам адвоката Абдурахмана Шарипова, Абдулло не признал себя виновным. В завершении судебных прений суд предоставил последнее слово подсудимому Абдулло Гурбати. Он, как и прежде, заявил о своей невиновности в совершении преступлений, в которых его обвиняют, и отрицал свою причастность к какой-либо экстремистской группе. Он попросил суд признать его невиновным и вынести оправдательный приговор, сказал Шарипов.
Однако суд района Шох-Мансур признал его виновным по части 1 статьи 328 «Применение насилия в отношении представителя власти», части 1 статьи 330 «Оскорбление представителя власти» и часть 2 статьи 307 «Организация деятельности экстремистской организации» Уголовного кодекса Таджикистана и приговорил к тюремному сроку по совокупности. Защита Абдулла Гурбати сообщила, что будет обжаловать приговор в вышестоящих судебных инстанциях. Как сообщает радио Озоди, со ссылкой на свой источник, близкий к следствию, блогер Абдусатор Пирмухаммадзода, задержанный еще 9 июля, по подозрению в экстремизме подвергся жестоким пыткам и под психологическим и физическим давлением дал признательные показания о причастности к экстремистской деятельности. По его словам, Пирмухаммадзода находится в подавленном состоянии, а его руки и ноги почернели от синяков. Родные блогера лишь говорят, что судебный процесс над ним начнется на следующей неделе в суде столичного района Сумони. Абдусатор Пирмухаммадзода, бывший сотрудник Гостелерадио Таджикистана, последние годы был блогером и вел свой канал на видеоплатформе YouTube, где у него было около 40 тысяч подписчиков. Пирмухаммадзода 9 июля вызвали на допрос в МВД по городу Вагдад, и после этого родственники его больше не видели. Во время полугодовой пресс-конференции начальник УБОП МВД Хафизода сказал, что Абдусатор Пирмухаммадзода обвиняется в экстремистской деятельности и что против него возбуждено уголовное дело по статье 307 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма» Уголовного кодекса Таджикистана. Санкция этой статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет.